Недавно я перечитывал абхазское обращение, выхнинское обращение 1989 года. К счастью, здесь у нас сидят, в нашем зале сидят авторы этого обращения. Вот. Это обращение, оно родилось не спонтанно. Ему потребовалась длительная, многолетняя подготовка. Готовили общество. Многие люди пошли на большие жертвы, лишались работы, их преследовали. Но они все равно, вот это обращение, оно послужило вот таким, что называется, общенациональным актом, на котором была принята повестка, общенациональная повестка нашего народа, во главе угла которой стояло создание абхазского независимого государства. Тогда ставился вопрос еще о статусе в качестве союзной республики, но мы все понимали, к чему мы стремимся. И вот, если говорить о 2008 году, то можно сказать, что в основном эта повестка была завершена, когда Россия признала Абхазию, за ней последовал ряд других государств. Вот. И мы можем сказать, что возможно, что наши проблемы, вот это вот непрекращающееся противостояние в обществе, оно связано с тем, что у нас в данное время отсутствует такая национальная повестка. Естественно, в обществе всегда будут противоречия. Человек так устроен. В живом обществе должны быть разные мнения, споры, обсуждения. Вот, для них существуют определенные формы, площадки, парламент, общественная палата, СМИ и так далее. Но мне кажется, что нам нужно определиться с принципами. Вот, здесь должна сыграть роль прежде всего наша интеллигенция и наше научное сообщество. Вот, они должны определиться с принципами, к чему мы стремимся, чего мы хотим. Мы пока на эти вопросы не дали сами себе ответа. Мы реагируем, Пицунда — это просто эпизод. Даст Бог, мы его благополучно в интересах нашего народа решим. Вот. Но это не снимает больших задач. Вот мы должны определиться с принципами, что мы хотим в области экономики, что мы хотим в области политики, что нам нужно, чтобы существовала и экономическая, и политическая база для дальнейшего развития нашего народа, для раскрытия его творческого потенциала, сохранения языка, нашего национального лица. Без этого трудно представить Абхазию, которая утратила свои вот эти черты. Вот, наверное, в этом заключается смысл. И, естественно, вот Иван до меня говорил, это вопросы безопасности. Потому что прежде всего, как и было и в нашей войне, если бы не было какого-то ядра сопротивления, никто бы Абхазии не помог. Помогают тому, кто готов за себя бороться. Сейчас мы должны внимательно анализировать то, что вокруг нас происходит, учитывать этот опыт, привлечь наших людей, посмотреть, какие мы должны создать условия для обеспечения нашими силами безопасности. И естественно, посмотреть, естественно, у нас есть союзники. Но прежде всего ответственность за судьбу нашей страны лежит на нас. Поэтому я думаю, что нам нужно подумать о каких-то механизмах рабочих, в рамках которых мы обсудили бы эти стоящие, определили бы направления, во-первых. Во-вторых, профильные какие-то направления создали бы и поработали над какой-то платформой, которая была в 1989 году была сформирована платформа. Наша задача сформировать сейчас эту платформу. Она должна быть многоаспектной. И очень хорошо, что здесь собрались люди, которые постоянно думают над этим вопросом. Очень важно, что здесь появились молодые люди, значит, идет какая-то смена поколений. Вот что, в общих чертах я хотел бы сказать.
Благодарю вас за внимание, успехов в нашей дальнейшей работе. Я думаю, она сегодняшним днем не должна закончиться.